Мы работали в течение нескольких лет как партнеры. Он помог вообще по многим вопросам в области питания и продовольственной безопасности. Он является координатором парламентской сети движения расширения мероприятий по питанию, многосторонней платформы по питанию и продовольственной безопасности. И я его знаю как человека очень справедливого, доступного, человека дела, который помогает продвигать интересы детей и женщин, матерей, их здоровья. И благодаря его многолетним усилиям, многолетней работе в этой области, в области здоровья, питания населения Кыргызстана, было очень много достигнуто. И вот как признание его заслуг, в 2017 году ему было на большом глобальном таком мероприятии присвоено звание чемпиона по питанию. Одним из результатов его работы является то, что в Кыргызстане мы добились того, что обогащение муки, вся мука, которая производится в Кыргызстане, стала обогащаться. И он бы и дальше продвигал бы эти вопросы. Ну вот, к сожалению, вот такое вот случилось, да. И я верю, что он и дальше будет делать вклад, и очень верю в то, что суд будет справедливым. Спасибо. Мы считаем, что в этом деле вины Артыкбаева нет, поскольку Артыкбаев пришел на должность министра, когда уже все вопросы были решены по привлечению компании TBI, по модернизации ТЭЦ. Дело в том, что до его назначения министром уже была определена цена со стороны компании TBI, уже были все согласованы эти вопросы. И только после того, как он пришел на должность, единственное его было служебной обязанности вносить какие-то проекты распоряжений правительства. Вы знаете, что в правительстве решения принимаются коллективно, то есть всем составом правительства. Артыкбаев не мог один принимать это решение. Вот. Ну и следующий этап, это было после того, как уже было ратифицировано соглашение с Эксимбанком, то начался процесс реализации этого проекта. Ну, процесс реализации проекта, это практическая часть этого проекта, она уже осуществлялась без участия Артыкбаева. Артыкбаев уже подал в отставку